А знаете ли вы, что один из депортированных по имени Муса из ингушского рода Оздоевых на своей победе тайно перевез 1,5 сотни репрессированных? 23 февраля 1944 года ингушские и чеченские народы были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. Репрессированные не имели права свободно перемещаться из одного населенного пункта в другой в рамках даже одного района. После смерти Сталина, рискуя жизнью, депортированные начали возвращаться в родные края задолго до официальной реабилитации. О Мусе Оздоеве люди узнали через год после смерти Сталина. Он приехал на новой машине «Победа», которая в те времена считалась роскошной. Муса убедил старейшин в том, что в условиях неопределенности в стране после смерти Сталина появилась возможность вернуться домой на Кавказ. Он раздобыл 200-литровую бочку, инструменты, походный инвентарь, большую карту, которую он долго изучал в поисках окольных путей из Казахстана на Северный Кавказ. Свой первый рейс он совершил с еще оставшимися в живых мужчинами. Затем он перевез бездетных женщин, перед которыми стояла задача успеть засеять огороды. После этого подростков. Далее женщин с детьми постарше. Затем женщин с грудными детьми. Последними он перевез пожилых людей. Днем он ездил, объезжая города и крупные населенные пункты. Ночами максимально пытался ездить по асфальту. Несколько раз ему пришлось столкнуться с милицией, но никто так и не знает, как ему удавалось разрешать эти ситуации. Один раз в 2 суток он останавливался в нелюдном месте, чтобы 2-3 часа отдохнуть. За все время перевозки депортированных Муса совершил 27 рейсов, 27 раз туда и 26 обратно. Он проезжал более 3000 километров в одну сторону. В течение 7 месяцев ему удавалось проехать более 160 тысяч километров и перевести 1,5 сотни человек. Однако, совершив свой последний 27-й рейс, Муса Оздоев заснул и не проснулся.